Ассаляму алейкум. Хайрлы шамлар сайгыла ТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова Чалшам ве невбеттеки 2 саат бұл студияда сізлернен берабер яйнымызға қошылacak мұсафирлернен онлайн шекілде күн девамында юзберген актуаль хаберлерні музакире етеміз. Мен хатырлатам ки біз жанлы яйында чалшамыз. О себептен біздерге телефон ашып, студиямызда чықышта болынған мұсафирлерге суаллер сеслендіре білесіңіз. Добрый вечер. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Букунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Как известно, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба с рабочим визитом находится в Соединенных Штатах Америки. Вчера поздно вечером по Киеву они подписали хартию о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом подписались Дмитрий Кулеба и глава Госдепа США Энтони Блінкен. Давайте послушаем цитату Министерства иностранных дел. Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невіддільної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву. Сьогодні ми зробили важливий крок у цьому напрямі та підписали нову хартію, яка дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам. В Министерстве иностранных дел Украины определили топ-5 новых положений документа по сравнению с Хартией 2008 года. Первое – это безопасность. Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Это сотрудничество. Хартия предусматривает расширение взаимодействия США и укрепление обороноспособности Украины, усиление безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также имеется в виду и укрепление энергетической безопасности. Членство в ЕС и НАТО. США поддерживают Украину на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО, и свое внешнеполитическое будущее Украина имеет право выбирать самостоятельно, но без внешнего вмешательства. Это реформы. В документе отмечаются реформы, в частности, правосудие, создание антикоррупционных органов, земельная реформа, децентрализация, диджитализация и деолигархизация. Экономика. Также США поддерживают план трансформации украинской экономики, нацеленного на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и продвижение инвестиций. С нами сейчас на прямой связи Юрий Ванеток, политичный консультант, юрист с Соединенных Штатов Америки. Пан Юрию, витаем вас. Ассаляму алейкум. Здравствуйте. Очень приятно. Пане Юрию, чем важна эта хартия о стратегическом партнерстве, подписанная между США и Украиной? Я думаю, что, во-первых, она показывает системность отношений. И для Запада, для Америки именно системность – это очень важно, очень важен процесс. И поэтому, так как у вас новая администрация и новые люди, ну, так как и у нас, часто меняются, очень важны персональные контакты. Их не заменишь ни скайпом, ни какими другими технологиями. Поэтому это самое первое. Это немножко философски, но это самый важный фактор. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что эта хартия в том числе включает в себя противодействие российской агрессии, более активная и эффективная помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот на какие конкретные программы и проекты в этом направлении может рассчитывать Украина теперь? Я думаю, что она может рассчитывать на, может быть, пересмотрение Норд-2
Это мое мнение, но это тоже мнение кое-каких людей в Вашингтоне, потому что, с одной стороны, Норд-2 – это результат, я бы сказал, глобализма, который поддерживается сегодняшней администрацией у нас, один из вариантов глобализма. С другой стороны, это экономические интересы, но это интересы против экономики Украины и против правил Европейского Союза. Поэтому я думаю, что это может изменить результаты этой ситуации, которая, я так понимаю, сейчас Ветренко и другие люди у вас в администрации очень громко от этого отказываются, отталкиваются от этой ситуации. Так, а как оно может изменить, если Соединенные Штаты Америки сами дали зеленый свет, когда заключали это соглашение с Германией по Северному потоку-2? Ведь Байден вряд ли сейчас откажется от этих заявлений, откажется от идеи сохранения или своих отношений с Германией, от налаживания, скажем, такого трансатлантического сотрудничества. Вы абсолютно правы. Тут нельзя ожидать резкого 360 градусов назад. Тут можно ожидать замедлений, тут можно ожидать каких-то, как сказать, mitigating factors, какие-то факторы, которые снизят негативный эффект для Украины этой ситуации. Вот я бы сказал таким путем. У нас система работает очень часто не в нюансах, а в легитимном сером, я бы так сказал. Вот недавно 6 представителей республиканской партии призвали Джозефа Байдена ввести санкции против Северного потока-2, а точнее ввести поправки в оборонный бюджет Соединенных Штатов по санкциям в отношении Северного потока-2. Вот какова вероятность того, что администрация Джозефа Байдена серьезно отнесется к этим заявлениям, прислушается и возобновит санкционное давление на российский газопровод? Мое мнение, что шанс довольно высокий. Это, естественно, мое мнение. Я просто знаю людей, которые, политиков и в Сенате, и в Конгрессе, которые участвуют в Ukrainian Caucus. Это группа, которая изучает и поддерживает суверенность Украины. И такие люди, как Роб Портман, критически относились и относятся к этому. Он очень большой активист и специалист, сенатор Портман. Я его неплохо знаю лично. Мерфи, Фицпатрик в Конгрессе. Конгресс тоже имеет кокус, который работает с Украиной. Это человек, который был в Украине, он был FBI-агентом, когда он там работал, хорошо понимает и прокуратуру, и расследование. И чему я это говорю? Что у них есть опыт, и я думаю, что их позиции услышат, и потом еще эта позиция, она не чисто республиканская или демократическая, она во многом, можно ее аргументировать, она bipartisan, она с обоих сторон. Поэтому мое мнение, что к этому да, прислушаются и что могут быть наложены санкции, это меня не удивило бы. Ну, вот многие аналитики, кстати, у вас тоже хотела спросить, говорят о том, что в администрации Байдена есть два основных крыла. Одно крыло, лидерство которого занимает Блинкен, это такое более радикальное крыло, в том числе по отношению к России, которое говорит о том, что нужно вводить санкции против России, нужно ужесточать давление на Россию из-за ее агрессивных действий. А вот другое крыло под руководством Керри, оно больше придерживается вот этой политики умиротворения агрессора, переговорного формата с Путиным и так далее. Это так действительно? Я думаю, что это можно корректизовать таким путем. Я бы сказал, что Блинкен для меня, я его в принципе не знаю, я с ним пересекался, но мы не знакомы. Но я знаю его историю. Он, как у вас, видно, говорят такое слово, государственник. И это человек с большим опытом. Это человек, точно так же, как и Джейк Салливан, который очень образованный человек. И раньше он сейчас в позиции, которую имел Блинкен. К чему я говорю? Что я думаю, что это люди, которые берут среднюю дорогу, которые аналитичные. И хотя они миротворцы, это история демократов, я думаю, что в данной ситуации, я не думаю, что они будут предавать интересы Украины. Потому что украинская суверенность и отношения между Америкой и Украиной сейчас становятся, я думаю, более важным. Опять же, это становится таким системным путем, и репутация Украины сейчас в процессе, начальном процессе реабилитации. Она из-за скандалов с Трампом, из-за скандалов с Байденом, которые показали Украину довольно колючей в Вашингтоне, сейчас идет изменение этого.
И я не думаю, что Россия имеет что-то, что она может променять, или что она может сделать, чтобы дали задний ход. Поэтому из-за напряжений с Россией, из-за интересов нашего взгляда на демократию, я думаю, что тут есть причина быть оптимистичным. А что скажете по поводу Керри? Я думаю, что Керри, да, действительно больше миротворец. Но опять же, я считаю, что и он, и Блинкен, и многие люди в администрации Байдена, это плохой термин, я бы сказал, что не глобалисты. И это тоже потому что есть много видов глобализма, но это те, которые считают, что это как бы позиции, я бы сказал, Сороса, это позиции, опять же, очень упрощаю, но это позиции, которые отличаются от protectionism, от защитной позиции, которую держала прошлая администрация, которую держала до какой-то степени даже неоконс у Буша. Поэтому на базе этого вещи более гибкие и в каком-то плане, в плане экономики, может быть, даже менее принципный, но это не то, что к Украине не относятся с важностью и не уважают ее суверенность. Джозеф Байден во время своей предвыборной кампании сказал, что Украина для него будет приоритетом во внешней политике. Вот учитывая все факторы, которые мы сегодня наблюдаем, в том числе и Северный поток, который мы с вами упоминали выше, да. Остается ли Украина, на ваш взгляд, приоритетом для США во внешней политике? Я думаю, что да. Я думаю, что она остается. Единственное, что немножко боятся Украину из-за скандалов. Немножко боятся ее хаос, ее нестабильность. Но она, кроме того, что она стратегически важная для Америки за напряжением с Россией, она действительно единственная чистая попытка на демократию с многими проблемами, так как и Грузия. Потому что все остальные постсоветские страны, они стали, как сказать, они стали псевдодиктатурами. Может быть, не такими, как Белоруссия, но может смотреть на Евразию и так далее. Они другие. И поэтому Украина – это наша надежда. Я почему-то задаю этот вопрос, потому что ряд украинских политических аналитиков и даже представители украинского истеблишмента высказывали такую точку зрения и говорили о том, что Соединенные Штаты Америки во имя противостояния с Китаем Украину отодвигают на второй, на третий, а может даже на 20-й план. И в вопросе Украины не слишком давят на Россию, чтобы Россию тем самым не подтолкнуть на более тесные взаимоотношения с Китаем, что, в принципе, очень помешало бы США. Что вы думаете по поводу этого? Есть ли жизнь в такой тезе? Это серьезный аргумент. Я просто не думаю, что Америка смотрит на Россию как на такую большую опасность по отношению с Китаем. Я этого не вижу и в моих личных контактах в Вашингтоне. Я 20 лет в политике в Америке. Я не вижу такого опасания. Может быть, мы ошибаемся, но мы так на это не смотрим. Мы смотрим на Россию больше как на такую хулиганскую колонию. Я не говорю, что это правильно, я говорю, что это реальность. А Украина, да, она может быть на втором и на третьем месте, она не будет на 20-м по многим причинам. Мы туда глубоко инвестированы, она важна для нас стратегически. Мы понимаем, что если она распадется и превратится в Югославию, я так немножко утрирую, это будет очень плохо и для Европы, и для нас. Поэтому и для безопасности, и для идеологии, которая у нас есть, я не вижу того, что она будет полностью отодвинута. Она может где-то стать не таким приоритетом, как мы раньше говорили, но она всегда будет важной у нас. Сейчас в Украине очень активно обсуждается вопрос очередного стягивания российских войск к границам Украины. Вы знаете, что буквально несколько недель назад довольно авторитетные зарубежные издания, в том числе «Политика», «Вашингтон-Пост», писала о том, что Россия снова концентрирует свои войска у наших границ. В частности, Энтони Блинкен вчера потребовал от России разъяснений по поводу передвижения войск вокруг Украины. Как в целом в Соединенных Штатах Америки американский истеблишмент смотрит на эту напряженную сейчас ситуацию? Я думаю, что и демократы, и республиканцы, и те, которые изучают Украину и постсоветское пространство, этого боятся. То есть это не просто
Россия, которая показывает мышцы, мы знаем, что Россия может. Я не думаю, что у нас отработана стратегия, как этому противодействовать, кроме санкций и кроме материальной поддержки Украины, которая, к сожалению, может быть, не самая эффективная из-за экономических и других проблем там. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Юрій Ванетик був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик, консультант, юрист з Соединенных Штатов Америки. Как я сказала выше, госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России разъяснений по поводу передвижения войск около украинской границы. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Кулебой. Я предлагаю вместе послушать его цитату. Нас непокоїть, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона робила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, вторглася на суверенну територію України і при цьому хибно стверджувала, що її спровокували. Президент Украины Владимир Зеленский впервые через 2 недели признал скопление российских войск на границе с Украиной. По его данным, речь идет о более чем 100 тысяч российских военных. Об этом заявил он в своем видеообращении к украинцам. И вот что сказал. Весь світ чітко бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь-де. Ваша паніка точно не допоможе їй. Але може допомогти противнику, стати частиною інформаційної війни і принести країні не меншу шкоду, ніж бойові дії. В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Россия в том числе может прибегнуть к энергетическому терроризму. В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию. Давайте послушаем цитату. У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складна ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією енергетичного тероризму щодо України. Будуть прийняті відповідні рішення швидко та жорстко в інтересах нашої країни. Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Денфрид заявила, что Вашингтон следит за действиями России вдоль украинской границы. По ее словам, во время недавнего визита в Москву американские чиновники предупредили российское руководство о последствиях. И напомню, что неделю назад в Москву прилетел вместе со своей делегацией глава Центрального разведывательного управления США. Кожного разу, коли ми бачимо незвичайну військову активність Росії поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація або агресивна акція викликає велике занепокоєння для США. Ми чітко усвідомлюємо, що підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми будемо продовжувати стояти на стороні України та засуджуватимемо будь-яку агресію Росії проти України в усіх її формах. Зараз з нами на прямому зв'язку народний депутат України 7-8 скликань, заступник Генерального прокурора України у 2020 році, пан Віктор Чумак. Пане Вікторе, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Виктора, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на границах с Украиной Россия скопила более 100 тысяч своих военных. На протяжении последних 2 недель наши западные партнеры, НАТО, Пентагон высказывают обеспокоенность относительно передвижения российских войск у границ Украины. Есть ли у вас какие-то опасения в этом вопросе? Готовит ли Россия какую-то эскалацию? Ну, дивіться, ми можемо говорити про те, що приблизно така ж сама кількість 100, 130, 120 тисяч російських військ – це постійна цифра, яка знаходиться поблизу українських кордонів. Вони можуть бути ближче, можуть бути далі. Але це от та цифра, якою можна оперувати практично постійно. Це та кількість батальйонних тактичних груп, яку можна там спостерігати поблизу українського кордону от останній рік.
Тому казати, що це якась нова цифра, або нова цифра збільшена, якась нова цифра, говорити не варто. Говорити, що це цифра якась трохи нижча, ніж була за останні часи, теж можна сказати, що це ті постійні сили, які Росія буде тримати на українських кордонах, і якраз таки для нагнітання ситуації. Цих сил достатньо для того, щоб провести якусь там локальну, достатньо серйозну, потужну наземну операцію, наземну військову та наземно-воздушну операцію. Але, скоріше за все, цих сил недостатньо для того, щоб мати стратегічну перевагу на українсько-російському кордоні. Ну, действительно, у нас уже идет 8-й год войны, уже 8-й год нашей территории оккупированы, и мы на протяжении 8 лет говорим о том, что Россия милитаризирует оккупированные территории, в частности Крым, и даже было огромное количество сообщений о том, что он туда уже завозит ядерное оружие, но тем не менее, как вы думаете, почему именно сейчас американцы вдруг стали на этом так акцентировать внимание? И, кстати, не только американцы в этом вопросе выразили свои опасения, наши партнеры из стран Балтии в тому числі. Дивіться, я би сказав, що якраз таке це напруження, воно поза своїм характером або за своїм рівнем нижче, ніж те, що було на початку минулого року, по-моєму. Весною було. Весною. Тому тоді там точно була набагато більше ступінь напруження і ступінь, я би сказав так, реакції з боку Заходу. Сьогодні воно теж є, сьогодні воно теж достатньо високе, але вже Захід реагує, я би сказав, знаєте, не те, що повільно, а Захід реагує дуже сильно, жорстко, але можна навіть сказати планово. Тому що все це, що відбувається, це не є якоюсь там несподіванкою. Тобто це практично контрольовані речі з боку Росії, і ми контролюємо ці речі, і Захід контролює ці речі. І, в принципі, дає зрозуміти з Росією, що все це видно, все це чути, і все це дуже добре, так скажемо, контролюється з боку західного світу. Буквально несколько часов назад прошла новость, что президент России Путин снова провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, и стало известно, что он пожаловался снова на Украину и сказал следующее: за деструктивную политику Киева, которая все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя нарушение Минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Конец цитаты. Очевидно, что Путина очень сильно раздразило применение Украиной байрактаров. Как вы думаете, будет ли в дальнейшем Украина применять беспилотные аппараты на востоке Украины, и насколько это может изменить баланс сил на Донбасі? Дивіться, я вважаю, що їх потрібно застосовувати. Це точно. Видно, що застосування байрактарів, проти яких, по суті, немає системи протиповітряної оборони у ЛНР, ДНР, проти яких дуже слабка, можливо, застосування системи протиповітряної оборони за виключенням комплексів БУК з боку Російської Федерації. Тобто на сьогоднішній день байрактари української армії – це, знаєте, дуже достатньо серйозна козирна карта. Не використовувати їх, було б неправильно. Використовувати їх потрібно точково, використовувати їх потрібно для знищення скажімо, військової техніки, достатньо серйозної, яка є на лінії зіткнення. Але то, що вони не повинні бути застосовані, це однозначно, тому що навіть само використання байрактарів, воно повністю міняє психологічну частину війни. Тому що, знаєте, достатньо серйозно це було видно і в ході вірмено-азербайджанського конфлікту, коли вірменські війська абсолютно не розуміли систему або, скажімо так, періодику застосування дронів, і ці дрони наробили дуже багато проблем у військах. І точно така ж сама ситуація може бути тут. Тобто ворог може бути постійно знаходитися під психологічним достатньо серйозним тиском. Тільки через те, що байрактари можуть бути застосовані в будь-якій миті, в будь-який час, з будь-якої відстані, вони не знаходяться на лінії
розмежування, вони знаходяться подалі від лінії розмежування. Більше того, вони можуть прилітати з одного аеродрому, сідати на інший, вони можуть знаходитися у повітрі приблизно цілу добу. Тому я думаю, що, скоріше за все, українська армія або українське командування планують застосування байрактарів, тому що ми побачили, що це ефективно. Ефективно з точки зору бойового застосування і ефективно з точки зору морально-психологічного тиску. І їх потрібно застосовувати. Москва обвиняет Украину в нарушении минских договоренностей в связи с применением байрактаров. Помните, когда 26 октября Украина их применила, последовала сразу такая реакция от Германии и Франции. Они выразили в связи с этим свою обеспокоенность. Вот в случае, если Украина и в дальнейшем продолжит использование байрактаров, не станет ли это триггером того, что Россия начнет масштабную эскалацию на Донбассе с использованием авиации? Ні, я не думаю, що можливе застосування якраз таки авіації з боку Російської Федерації. Це будемо казати, це затратна частина операції, якщо проводити там наземну повітряну операцію, це достатньо затратна частина. І говорити про те, що Росія може тільки за того, що будуть застосовані байрактари, практично застосувати свою армію, а в частину авіації застосувати, це значить відкрито перейти до ворожих дій, я думаю, що це маловірогідно. Пане Викторе, еще один важнейший вопрос, который я хочу с вами обсудить, это тот искусственно созданный миграционный кризис и то напряжение, которое мы наблюдаем на протяжении этой недели на польско-белорусской границе. Сегодня уже министр внутренних дел Украины Монастырский отправился в Волынскую область для проверки готовности защиты украинской границы от этого возможного наплыва мигрантов уже к нам в страну. Вот как вы думаете, чего добивается Александр Лукашенко или, возможно, Кремль руками Александра Лукашенко, создавая этот миграционный кризис, и действительно ли несет ли он некие угрозы для нас? Без сумніву, все те, що відбувається поблизу українських кордонів, воно несе для нас загрозу. Розумієте? Якщо б загроз не було, то б не було такого серйозного посилення прикордонників, Національної гвардії, поліції, якраз таки на кордоні з Білорусі. Хоча Дейнека виступав, Дейнека це мається на увазі керівник Державної прикордонної служби, і він сказав, що на сьогоднішній день ситуація поки що контрольована на білорусько-українському кордоні. Але чого добивається Лукашенко, чого добивається Путін? Ми маємо війну, і в рамках гібридної війни застосовуються будь-які заходи. Оце заходи щодо міграційного тиску, оці заходи щодо міграційного прориву з боку Білорусі до Європейського Союзу, міграційного прориву великої кількості нелегальних мігрантів, це є теж форма і способи гібридної війни. Зрозумійте, що така велика кількість мігрантів, вони створюють навантаження не просто на інфраструктуру прикордонних регіонів будь-якої там європейської країни, а вони створюють навантаження практично на весь Європейський Союз, тому що весь Європейський Союз потребує, знаєте, скоординованої політики, міграційної політики, політики по відношенню щодо біженців, політики по відношенню щодо нелегальних мігрантів. Це висмоктує сили практично всього Європейського Союзу для того, щоб тримати додаткові сили, для того, щоб розгортати спеціальні містечка щодо незаконних мігрантів, нелегальних мігрантів або біженців на своїх кордонах. Більше того, це потребує і перекидання прикордонних сил країн Європейського Союзу до якраз таки до країн, які межують з Білорусью и Российской Федерацией. Угу. Ну а чего по итогу пытается добиться Путин этим? Какие возможные преференции он пытается выбить и чего выторговать от того же Европейского Союза? Будь-яка дестабілізація, в принципі, будь-яка дестабілізація веде до того, що є там необхідні речі, які потрібні, наприклад, Путіну.
Ті ж самі санкції, зниження рівня санкцій, той ж самий Північний потік, ті ж самі регуляції, які необхідно, ті самі вихід за ті самі регуляції, які передбачає там енергетична політика Європейського Союзу. Все це в комплексі створюється навантаження на Европу, на европейские краины, для того, чтобы добиться своих властных цілей. А насколько они далеко могут зайти с этим? Потому что сегодня мы слышали такое заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в ответ на возможное введение 5-го пакета санкций со стороны ЕС против его ближайшего окружения. Он сказал, что в случае, если там будут введены эти санкции, почему бы Беларусь не могла отключить Европу от газа, да, и перекрыть трубопровод Ямал-Беларусь. Вот может ли на это пойти? Розумієте, все можна припустити, тому що по великому рахунку людина, яка є ізгоєм в Європі, то в принципі мало що тримає її на, скажімо так, у цивілізованих стосунках з європейськими партнерами, тому що все одно є ізгоєм. І говорити про те, чи може вона чи ні застосувати, гіпотетично ми можемо сказати, що так може. Гіпотетично ми можемо сказати, що так може, тому що енергетична зброя, нафта, газ і все таке інше, ми ж зараз вже це бачимо, абсолютно є теж гібридною зброєю Російської Федерації, а зараз вже разом із Російською Федерацією і Білорусі по відношенню до європейського співтовариства, по відношенню до України, до інших країн. И в данной ситуации как должна действовать, как должна реагировать Украина, потому что мы видим, как Россия создает несколько очагов напряженности. Это миграционный кризис на польско-белорусской границе, концентрация российских войск у наших границ. Вместе с этим мы видим сейчас такую энергетическую атаку на нашу страну. Россия с 1 ноября прекратила поставки угля и электрики, создает энергетический кризис как на территории Украины, так и на территории Европейского Союза. Вот данной ситуации не очень благоприятно складывается. Как должна действовать Украина? В першу чергу це повинна бути координація. Да? В першу чергу це повинна бути координація з нашими європейськими партнерами. Координація на всі ці виклики, які на сьогоднішній день існують на українських кордонах. Координація по відношенню до міграційної кризи або міграційних викликів, які існують на польсько-білоруському кордоні і таке інше. Тобто посилення там і, я би сказав так, навіть, скоріше за все, скоординовані дії для того, щоб не допустити мігрантів на територію України і якимось чином там знизити рівень тиску на польський кордон. Інше питання координації – це координація енергетична. Отут у нас величезна проблема, тому що ми зав'язані на енергетичні ці вузли Російської Федерації і Білорусі, навіть вже забирали один раз білоруську електроенергетику, але тут ситуація така, що повинна бути не просто координація, а повинна бути вже внутрішньодержавна координація щодо забезпечення енергетикою, повністю енергетикою за рахунок українських джерел. Да? Тут повинна бути і координація з приватним бізнесом для того, щоб нормально працювали всі теплові станції. Тут повинна бути абсолютно чітка робота, зав'язана на ядерному потенціалі України, мається на увазі ядерного циклу вироблення електроенергії. І, по суті, по великому рахунку, координація повинна бути із європейськими партнерами з точки зору політичного тиску на недопущення або неможливості проведення якихось військових дій по відношенню до України, і з американськими партнерами для посилення спроможності, і саме бойових спроможностей українських збройних сил. А це ми бачимо майже регулярні поставки зброї, техніки з боку Сполучених Штатів до України. Ці майже регулярні поставки, вони повинні бути, я би сказав так, найбільш актуальними, необхідними для України, найбільш актуальними для можливості застосування їх в оборонних цілях. І вони повинні бути такими, що дозволять дуже швидко навчити персонал
цих спеціальних озброєнь або цих озброєнь і застосовувати їх на полі бою. Вот, кстати, по электроэнергии вот возник вопрос. Сейчас я так понимаю, что правительство Украины рассчитывает на поставки электроэнергии из Беларуси, в особенности после того, как Россия отказалась поставлять нам уголь и электрику. А где гарантия того, что зимой вдруг Беларусь не отключит рубильник, учитывая ее такую враждебную риторику и политику в отношении Украины, и что тогда будет этой зимой? Гарантії, я думаю, що ніхто не дасть таку гарантію, що в нас неможливо якісь будуть перебої з поставками, ну, взагалі з електрикою, а тим більше, що цим не може скористатися або Російська Федерація, або Білорусь не зможе цим скористатися. Тому до цих реалій потрібно бути готовим. Принаймні, я думаю, що уряд, президент повинні про це говорити. Повинні про це говорити, про можливості таких сценаріїв. Ну, пока президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что все под контролем, и пока не стоит создавать какую-то панику. Ну, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Спасибо вам большое, пане Вікторе. Дуже дякуємо, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віктор Чумак був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 7-8 скликання та заступник Генерального прокурора України в 2020 році. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Коршкенча.